всегда говорили, что вот это вот психи сидят. Вы дипломированный психолог. Да, мальчики не плачут. А есть коллеги, кому бы ты, может быть, задал несколько вопросов, да? Черный список психологов. Я мама нейроотличного ребенка. Был вообще вопрос, где он будет учиться и как он будет учиться. Это стало моей личной историей. Взрослые приводят ребенка к психологу, чтобы его починили. Нужно сделать уроки, нужно помыть посуду, заправить постель. Понимаете, ребенок никогда не выберет телефон, если взрослый создаст другие условия. Подростковая агрессия, она действительно очень страшная. Люди говорят, нужно стать немножко поспокойнее. Только ты и твои какие-то действия приведут к такому условному счастью. Здравствуйте! Сегодня у нас в гостях психолог Татьяна Кан. Татьяна, здравствуйте. Здравствуйте. Большое спасибо, что вы к нам пришли. Мы сегодня в нашем подкасте будем говорить про осознанность, про когнитивно-поведенческую терапию, о детской психологии. И давайте начнем вообще с вашего пути. Как вы к этому пришли? Что вас к этому подвинуло? Есть интересное наблюдение, которое не очень любят студенты-психологи. Но когда мы поступали, нам всегда говорили, что вот это вот психи сидят. То есть нас, естественно, говорили про факультет наш, но намекали про то, что просто так в психологию не приходят. Да, зачастую, и это правда, люди, которые хотят что-то понять про других и про себя, у них есть в этом потребность, есть какая-то своя личная боль. Наверное, так было и со мной, как и со многими моими коллегами. Были какие-то семейные истории, детские истории, хотелось разобраться, хотелось понять. Спасибо моим родителям, потому что в 90-е психологов было вообще очень мало, и как-то папа водил меня даже к психологу детскому. Тогда это было что-то вообще невероятное. Может быть, этот опыт повлиял. И как-то вот, наверное, в 11 классе решила, что пойду на психолога. Но, честно скажу, до 2020 года, до пандемии, эта профессия вообще не считалась профессией, особенно у нас. И большинство психологов работали в организациях, потому что у нас было организационное направление, мы были HR-менеджерами, коучами, занимались тренерской деятельностью. То есть это такая была больше социальная работа, не консультирование. Вы дипломированный психолог. Да. Это очень важно сегодня уточнять. Почему именно 2020 год вы назвали, что такое произошло? Понятно, что пандемия, но мне казалось, что психология стала востребована в Кыргызстане намного раньше, разве нет? Она не была востребована настолько, как она востребована сейчас. В основном это были детские психологи. И, наверное, популярность среди детской психотерапии она была. Но то, что касается взрослых, она не была популярной. А вот заметили ли вы момент, когда, может быть, с приходом такой площадки, как Инстаграм, возможно, когда именно в Кыргызстане психотерапия стала не просто чем-то не стыдным, но еще и модным? Это, наверное, больше история не только про дипломированных психологов, а вот как раз-таки про всяких коучей, наркопрактиков и так далее. Конечно, медиа — это прям супер место, где стало очень много возможностей себя проявить, и в том числе помогающие профессии, они стали очень хорошо себя показывать, да, и продавать в том числе. Да, интернет, соцсети поспособствовали нашей популярности, ТикТок и все прочее. Но вот такой пик, наверное, во всем мире произошел после пандемии, во время пандемии, когда люди остались один на один друг с другом, со своей семьей. В своей голове. Да. Начались проблемы, те, которые ты мог на работе спрятаться, уйти там, я не знаю, в бар с друзьями и не проживать в семье, а тут ты столкнулся с ними лицом к лицу и некуда деваться. Правда ли, что в психотерапии женщин намного больше, чем мужчин, и если да, то почему? Конечно, больше. Ну, в целом, я думаю, что есть такая гендерная особенность, что женщинам мы привыкли делиться своими какими-то болями, да, мы собираемся, мы это обсуждаем. И в культуре в целом принято, я думаю, вы наверняка слышали и не раз, когда мальчику говорят, мальчики не плачут, мальчики уступают, это девочка, там, держи себя в руках, соберись. Все это из поколения в поколение передается, и, конечно, современные мужчины, это те же мальчики, которым запрещено было делиться своими чувствами, что-то рассказывать, поэтому это в целом не очень для нашей культуры привычно даже. Ваше направление — это когнитивно-поведенческая терапия. Что это такое простыми словами?
Я когда объясняю клиентам, есть такая прям очень хорошая формулировка: не верьте всему, о чем вы думаете. И когда начинаешь объяснять, то все достаточно просто. Дело в том, что наше поведение, все, что мы с вами делаем, все наши выборы, все наши решения, которые мы принимаем, основываются на каких-то эмоциях и чувствах. А все чувства и эмоции, они берут основу в мыслях. То есть это вот такой механизм. Сначала происходит какое-то событие, на это событие у нас рождается какая-то мысль, на мысль рождается эмоция, эмоция формирует поведение. И вот в этом суть. Разобраться со своими мыслями, навести там порядок. В общем, наверное, можно сказать, как говорил, да, Марк Аврелий, не сами вещи расстраивают нас, а наши отношения к ним. Я знаю, слышала, что когнитивно-поведенческая терапия, она в какой-то степени основывается на стоицизме, но для меня психотерапия — это все-таки поиск такой яркой жизни, а стоицизм говорит о каком-то абсолютно холодном спокойствии. Если это правда связано, то как? Ну, дело в том, что вот та самая классическая когнитивно-поведенческая терапия, это еще подход бихевиоризма, она такая, может быть, действительно достаточно суровая, да? Но современные школы, это уже которые следующие подходы. Вот я работаю в подходе терапия принятия ответственности, это последнее поколение когнитивно-поведенческого направления, да? И здесь гораздо больше про человечность, про ценности, про эмпатию, про гуманизм. Можно ли сказать, что когнитивно-поведенческая терапия работает очень сильно, как никто другой в психологии, с сознанием? И что вообще такое сознание? Вот мы понимаем, что у нас есть мозг, мы понимаем, что у нас есть сердце, что мы испытываем какие-то чувства, за которые отвечают гормоны. Что такое сознание? Я могу рассказать вам, что означает быть осознанным в формате когнитивно-поведенческой терапии. Осознанность — это в первую очередь возможность осознавать свои мысли, может быть, в какой-то степени иметь контроль над ними. И вот в этом и состоит осознанность. Я проживаю жизнь очень осознанно, я не делаю какие-то поступки, которые не могу проконтролировать, не поступаю просто механически, да, а я создаю такое некое метамышление, мышление над, и могу в какой-то степени управлять своим поведением и своими реакциями. Как это работает более практичнее? Вот приходят к нам мысли, да, негативные. Как мы их контролируем? Просто говорим: да, это хорошая мысль, или нет, это плохая мысль, уходи от меня. Какие упражнения есть, чтобы научиться контролировать свои мысли? Да, дело в том, что обычно человек, когда происходит какое-то событие, он редко задумывается, о чем я сейчас думаю, да? Обычно мы сразу чувствуем что-то. Я вот злюсь. Ну, давайте такой простой пример. Я не знаю, вы проходите мимо ваших коллег, и кто-то посмотрел на вас как-то. И первым делом вы не осознаете, о чем вы думаете, вы просто чувствуете что-то неприятненькое. Да? Что-то вот они как-то на меня посмотрели. Что вы можете сделать под этим чувством? Например, если вы почувствовали раздражение, вы можете подойти и сказать: что случилось? Почему ты так на меня смотришь? Да? Или, может быть, как-то грубо ответить. А может быть, вы придете домой и будете расстроены, и будете плакать, потому что в этот момент вы почувствовали грусть и печаль. То есть мы в какой-то момент проскочили момент мысли. Да? Мы сразу перешли на чувства, а с чувств перескочили на реакцию, на поведение. Так вот, если у вас будет буквально несколько минут, чтобы задуматься, а почему я сейчас почувствовала себя расстроенной, да, или а почему я разозлилась, то, возможно, вы поймаете мысль, она будет звучать каким-то образом. Например, она может звучать так: наверное, я им не нравлюсь. Или, может быть, я сделала что-то плохое, может быть, я плохо выгляжу. И вот эта мысль, насколько она реалистична. То есть мы не оцениваем мысли с точки зрения хорошая или плохая. Мы оцениваем ее, насколько она соответствует реальности, насколько она объективна, или она субъективна вашему опыту, вашему мнению. И вот мы пытаемся сравнить, насколько ваши мысли соответствуют реальности ситуации. И на самом деле есть такие мысли, которые содержат когнитивные искажения, ошибки мышления. Мы с клиентами учимся их распознавать. Да? Ну, к примеру, есть такая ошибка, называется прогнозирование негативного будущего. Вот если вы идете и думаете: ну все, значит, я им не нравлюсь, значит, у меня не будет карьеры.
Эта мысль сама по себе не очень реалистична, правда? Она содержит такое искажение, как прогнозирование негативного будущего. Автоматически эта мысль приводит вас в уныние. Она вызывает у вас тревогу, страх и вряд ли сформирует какое-то адаптивное поведение. Скорее всего, вы ничего не будете делать. Или, может быть, под страхом ситуацию уволитесь, не дай бог. Раз уж мы заговорили о тревожности, я бы сказала, что тревожность сегодня проблема номер один в современном мире, и именно с тревожностью чаще всего приходят в КПТ. Если это так, то почему, насколько терапия помогает избавиться от тревожности, какие виды вообще бывают? Да, на самом деле тревожность – это сейчас самый частый запрос и одно из распространенных расстройств. Да? Существует тревожное расстройство, с которым приходят клиенты. И возраст людей, у которых есть это тревожное расстройство, очень молодой, достаточно молодой. Даже среди детей это достаточно популярное состояние, тревожное расстройство ставят неврологи. Почему это происходит? Я думаю, что современный мир сам этому способствует. Да? У нас слишком много информации, мы слишком много знаем. И ежедневно вы получаете огромное количество информации о катаклизмах, о войнах, которые происходят, о болезнях, о каких-то авариях, ситуациях страшных, все ужасно и плохо вокруг. Листая ленту своих новостей, вряд ли вы видите что-то позитивное. Да? И это не может не создавать вокруг нас ощущение, что все плохо. И подкреплять те самые мысли, что мир опасен и все плохо. Поэтому, наверное, одна из причин – это огромное количество тревожной информации вокруг нас. И то, что она теперь в доступе. Как терапия помогает справиться с этим? Терапия является, наверное, таким больше сопровождающим помощником. Она не может научить человека это делать постоянно, потому что тревог не станет меньше. Да? И вот в чем плюс когнитивно-поведенческой терапии? Она направлена на самопомощь. Мы не работаем с клиентами пожизненно. Наша цель – научить его, дать ему инструменты, чтобы он мог делать это сам. И это терапия навыка. 1 час в неделю не поможет избавиться от тревожности. Скажу больше, что на самом деле я достаточно положительно отношусь к медикаментозной терапии и считаю, что в некоторых случаях она неизбежна. И когда клиенты находятся в очень тяжелом состоянии, в остром состоянии, мы всегда работаем в паре с психиатром или с неврологом, и назначаются противотревожные препараты, которые без терапии, психотерапии не работают, просто сами на долгий период, да, они идут вместе с психотерапией. Но также иногда психотерапия без них тоже бывает бесполезной. В Кыргызстане не так давно запретили рекламу услуг психологов без образования, без диплома. Что вы думаете по этому поводу? И насколько сегодня отличаются какие-то, пусть даже самые дорогие курсы от бакалавра, магистра и так далее? Вы знаете, я думаю, что качество работы психолога, его профессионализм нельзя оценить исключительно высшим образованием. Да, потому что ни для кого не секрет, что сегодня 4 года в университете, так было и раньше, наверное, они мало дают практического опыта. Это все равно молодой специалист, который только знает теорию. Я не могу сказать, что, например, какие-то дополнительные институты, которые занимаются именно повышением квалификации, они хуже, чем высшее образование базовое. Если мы говорим, что образования высшего нет вообще, это просто курсы? Нет, наверное, здесь все-таки вопрос того, что это помогающая профессия. Здесь есть много историй про не навредить, и для этого нужен все-таки определенный уровень образованности. Поэтому, скорее всего, на базе какого-то другого образования получить дополнительное образование смежное, это имеет смысл, да? Это как бы нельзя обесценивать. Психологом невозможно стать, если у тебя нет никакого образования. Все-таки здесь необходим определенный уровень образованности. И просто прийти в психологию просто потому, что ты захотел помогать людям, не совсем корректно. Есть ли у нас в Кыргызстане черный список психологов?
А, Это очень такой вопрос сложный. Я думаю, что у клиентов он есть. Возможно. Среди специалистов, ну, как в любой другой профессии, есть люди, с которыми ты близок, и чьи подходы ты разделяешь, и чьи методы ты разделяешь. А есть коллеги, кому бы ты, может быть, задал несколько вопросов, да. Про тревожность еще немножко поговорим для наших зрителей, читателей. Пару лайфхаков от психолога, когда можно в процессе рабочего дня, трудного дня свою тревожность снять, как помочь самому себе. Вот какие-то, может быть, упражнения вы подскажете? Ну, наверное, самое эффективное и самое правильное – это научиться принять свою тревожность. Да? Потому что вот это такой достаточно распространенный вопрос, что делать с тревожностью. Не надо с ней ничего делать. Не нужно, во-первых, ее бояться. Если тревожность какая-то есть, она же для чего-то существует. И чем больше мы ей сопротивляемся иногда, тем хуже мы делаем. Вот такой парадокс. Иногда нужно разрешить себе потревожиться. Ведь вы же не просто так тревожитесь. А если это мешает человеку жить, можно ли от нее вылечиться насовсем? Тревожность не может прям совсем исчезнуть, потому что это базовая эмоция, и она имеет определенную функцию, она защищает нас. Поэтому первое правило – нужно перестать пытаться от нее избавиться. И вы увидите, что чем больше вы сопротивляетесь, тем больше она развивается. Вот иногда нужно прям посидеть и потревожиться. Я прям клиентам своим иногда говорю. Вот, например, мне для того, чтобы какую-то ситуацию переварить тревожную, нужно дня 2 прям потревожиться. Рассказать всем о своей тревоге, поплакать, позлиться, да, там подружке написать, мужу рассказать. Через 2 дня меня отпускает. Я для себя решила, вот 2 дня я разрешаю себе тревожиться. Это ваш личный лайфхак? Да. Если мы говорим про соматические признаки, когда у человека учащенное там сердцебиение, я не знаю, физически он как-то чувствует себя некомфортно, скованный, суета какая-то, да. Один из методов – это замедление. Поэтому почему у нас люди выходят покурить? На самом деле это такой своего рода метод медитации. Да? Человек выходит, у него какое-то регулярное дыхание, контролируемое дыхание, отдельное тихое место, ритуал, и благодаря этому он успокаивается. Но вот если вы не курите, делать надо то же самое. Уйти в какое-то безопасное для вас место, замедлиться, подышать. Есть ли люди, которым не поможет КПТ или вот случаи, которым нельзя в такую терапию? Я думаю, да, это тоже дело выбора, дело вкуса. Но есть клиенты, кому не нравится слишком рациональная часть когнитивно-поведенческой терапии. Скажем честно, она настроена на мысли и на поведение. И считают КПТ-терапевтов очень такими жесткими, сухарями, которые говорят, ну ты же все знаешь, ну иди и делай. Даже вот, может быть, слышали, у Филиппа Киркорова есть песня «Если хочешь идти, иди». Конечно. Вот. Часто говорят, что это гимн КПТ-терапевтов. Если хочешь, иди. Не надо тут плакать. Но это не так. Про детскую психологию, вообще, кто такие дети, что такое детский мозг для психолога, детские чувства, чем они отличаются от взрослых, как с ними работать? Детская психология – интересное направление. С детками очень сложно работать. И все лишь потому... Поэтому вы сказали, что детских психотерапевтов не хватает в стране. Да. Очень сложно Не работать. все справляются, начинают и потом уходят из направления? Нет, не совсем так. Дело в том, что дети сами по себе прекрасны. И с ними очень интересно и комфортно работать именно с самим ребенком во взаимодействии. Ну, чаще всего, да. Даже с трудными подростками. Проблема в том, что с самим ребенком неэффективно работать. Понимаете? Проблема-то не в ребенке зачастую, а в семье, в окружении, в котором он находится. И когда взрослые приводят ребенка к психологу, чтобы его починили, ну вот исправьте его. Да, ну, не слушается он, например, или ничего не рассказывает. Вот волосы покрасил, учиться не хочет, курит, еще что-нибудь, матерится. Вот исправьте, пожалуйста, его. Мы за ним придем, когда вы его исправите. И вы же понимаете, что это невозможно, потому что очень часто в работе с ребенком мы находим классные механизмы, мы взаимодействуем, мы раскрываем этого ребенка, и с нами он не матерится, не курит, рассказывает все, что у него происходит, плачет, делится, но потом он возвращается в некую среду, из которой он пришел.
и он каждый раз будет туда возвращаться. И если взрослый человек в психотерапии, он может не возвращаться в эту среду, да, он может поменять свое окружение, он может изменить привычки, то маленький человек, который не имеет своего ничего, сделать ничего не может, он не свободен. И если семья не включена, если не включены родители, если не включено общество, в котором он находится, школьная система, то ничего не поможет. И детские психологи просто разочаровываются в своей профессии зачастую, потому что не видят эффективности. Ты в моменте можешь быть полезен, в моменте успокоить, посмотреть, понять, что-то выслушать, но на долгую перспективу это всегда работа с семьей. От этого, наверное, и появляется острейшая просто проблема 21 века — телефонная зависимость. Вы говорите, что прекрасный ребенок сидит, все с ним хорошо, раскрывается, что-то новое сам про себя же узнает, а потом возвращается в среду, в которой ему некомфортно, и, наверное, поэтому и ныряет в телефон, совершенно другой мир, где ему нравится, где он свободен. Про телефонную зависимость она сегодня показывает нам просто ужасные случаи и нарушения сна, и какие-то агрессивные очень повадки, и когда родители особенно насильно забирают телефоны у детей, какие-то травмоопасные случаи бывают. Вот про это, как психология работает с этим сегодня. Понимаете, ребенок никогда не выберет телефон, если взрослый создаст другие условия. Да? То есть если взрослый заинтересован, придумает какую-то игру, я не знаю, или как-то увлечет ребенка разговором, поддержит его разговор, захочет провести с ним как-то интересное время, ребенок всегда выберет это. Вопрос в том, что мы не можем обвинять родителей сейчас в том, что они этого не делают. Да? И вообще конкурировать с телефоном очень сложно. Но уж если говорить про младший возраст, то ребенок всегда выберет взрослого родителя. Если это уже запущенный случай, вот буквально на прошлой неделе в сетях распространялось видео, где девочка в Узбекистане хватается за нож после того, как у нее забрала мама телефон и просто ужасными криками орет. Что делать в таких случаях? Это уже психотерапевт ли нужен? Что эта же история, она немножечко вырвана из контекста. То есть тут проблема не в ее зависимости, а проблема в отношениях, возможно, в семье, в доверии с мамой, в разговорах с мамой, в том, какие методы мама могла использовать до того, как вот это произошло. Да? Ведь ребенок сам по себе не стал вдруг зависим от телефона. Этому предшествовала какая-то история, какой-то опыт, и в этом опыте были взрослые. Я ни в коем случае не хочу обвинять сейчас чьих-то родителей, чьи дети, например, имеют эту зависимость, но это не так, она не происходит спонтанно, ребенок не становится зависимым спонтанно. Есть какие-то факторы, которые к этому привели. И наша задача не излечить ребенка сейчас в моменте от зависимости в телефоне, а посмотреть, что происходит у него в школе, что происходит у него дома, чем он занят. Дети, которые занимаются активно спортом, дети, которые где-то занимаются дополнительными кружками, рисованием, творчеством, еще чем-то, у кого есть определенная дисциплина в семье, где есть взрослый. Вот это очень важно понимать. У нас сейчас психология немножечко такой перекос имеет, да, что вот культ детей, надо с детьми дружить, нужно на одном языке с ними говорить, но ребенку нужен взрослый. И когда мама, например, забирает у ребенка телефон, она же не в позиции взрослого сейчас выступает. Это тоже позиция ребенка. Отобрать что-то у кого-то без спроса и объяснения, эта позиция тоже не совсем взрослая, не совсем родительская. Как вообще психология видит детей? Вот, допустим, детский психолог Колмановский говорит о том, что как раз-таки с ребенком нужно быть таким же ребенком, с ним дружить, интересоваться, и только тогда можно решить все проблемы. Допустим, нейроученый Черниговская говорит о том, что дети — это вообще инопланетяне, вы их понять не сможете, подружиться с ним тоже не сможете, потому что вы совершенно другой инопланетянин с другой планеты, просто дайте ему свободу. И вот в ситуации, если уже ситуации запущены, они запущены в каждой третьей семье сегодня, даже не только в Кыргызстане, возьмем СНГ,
не будем далеко сильно уходить, когда у детей телефоны забирают, когда детей мирным путем вот пробуют вот эти все способы, которые я называю, возвращают в среду, где нужно сделать уроки, нужно помыть посуду, заправить постель. Первая, самая частая реакция – это агрессия. Как с ней справляться, с детской агрессией? Давайте возьмем конкретный сегмент подростки. Подростковая агрессия, она действительно очень страшная, потому что она плохо контролируемая. Именно в этот период идет большой гормональный всплеск, и ребенок сам не может понять, что с ним происходит. И любые наши какие-то действия, они должны быть продуманными. Мы, например, всегда говорим, что ограничивать подростка в телефоне очень жестко и резко – это не метод. Сегодня у взрослых тоже есть зависимость от телефона, будем честны. И когда мы, взрослые, находимся в телефоне 24 часа в сутки, держим его все время возле себя, утром просыпаемся в телефоне, нам сложно требовать этого от детей. Мы не можем, потому что тогда мы подаем другой пример. Иногда мы говорим: не можете сказать, подсуньте книжку. Не читает, поставьте фильм. Не смотрит, отправьте близкого, взрослого, большого человека, которому он доверяет. Это может быть тренер, это может быть старший брат, это может быть друг брата, да, с кем у тебя есть доверительные отношения, кто мог бы с ним провести такую какую-то беседу, рассказать на личном опыте. С подростками все должно быть очень продумано, потому что, к сожалению, сейчас очень много есть истории с попытками суицидальными, да, у подростков. И это становится популярным, психические расстройства становятся популярными. К сожалению, это тоже играет не очень хорошую такую роль в целом в отношении подростков к своему ментальному здоровью. Вы работаете с детской инклюзией. Почему вы решили в этом направлении помочь таким деткам? Расскажите об этом. Я мама нейроотличного ребенка. Моему ребенку 10 лет. И у него есть определенные нейроотличия. И когда они стали проявляться в возрасте 3 лет, он очень поздно заговорил, у него были истерики, проблемное поведение. Мы стали обращаться к специалистам. У нас были трудности в садике, и, соответственно, трудности в школе. Такое очень яркое проблемное поведение. И поэтому был вообще вопрос, где он будет учиться и как он будет учиться. И это стало моей личной историей. Я же говорю, что очень часто все истории начинаются с личного опыта. И сейчас в школе я управляю большим центром психологическим. У нас в школе обучаются детки тоже, которые имеют нейроотличия, аутистический спектр. Мы стараемся адаптировать среду и подготовить их к этой среде. Я думаю, что вы тоже заметили, что сейчас огромный рост подобных историй. И мы должны поменяться, мир должен измениться. Каждая 3-я семья имеет нейроотличного человека в своей семье. Сегодня у мира, когда мы говорим о психологии, у всех, конечно, один запрос – стать счастливее. Он вытекает всегда вопрос, что мешает вам стать счастливее. Люди говорят, нужно стать немножко поспокойнее. Вот эту фразу. Как психология может помочь стать немножко поспокойнее какими-то правилами, какими-то напутствиями к фильмам, книгам, каким-то методикам? Так как я работаю в подходе, в основе даже в названии которого есть слово «принятие», терапия принятия ответственности, мне кажется, в этом есть, мое личное такое мнение, есть залог счастья. Когда ты начинаешь принимать все, что происходит вокруг, без попытки это изменить. Быть спокойнее – это научиться принимать свои чувства, все, которые вы испытываете. Не пытаться избавиться ни от злости, ни от грусти, ни от тревоги, а постараться как-то научиться жить с ними в ладу. И, к сожалению, взрослая жизнь, она такая не очень-то радостная. Я всегда это тоже говорю, многие обижаются, но это факт. Слишком много тревог, много забот, много ответственности, и мы, взрослые, очень мало радуемся, и никто, кроме нас самих, этому не поспособствует, да? Поэтому искать эту радость, трудиться над этим, брать ответственность свою над этим, да? Что только ты и твои какие-то действия приведут к такому условному счастью.
Ну и принимать, что не всегда можно быть счастливым, иногда можно погрустить, иногда можно позлиться, и это тоже окей. Вот на такой прекрасной ноте заканчиваем наше интервью. У нас сегодня в гостях у репортера Киджи была психолог Татьяна Кан. Подписывайтесь, пишите комментарии, оставляйте вопросы, оставайтесь с нами. Спасибо.